В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшейк-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Итоги года удовлетворительные. Генеральная прокуратура отчиталась за 2016 год. Подарок самим себе к 20-летию. Новый тренажерный зал открылся в АИС. Благотворительность. Абхазские мандарины отправили детям из Карелии. Коллегия Генеральной прокуратуры Республики Абхазия по итогам 2016 года прошла сегодня в Сухуми. Подводя итоги за прошлый год, генеральный прокурор Зураб Ачба оценил деятельность надзирающих органов как удовлетворительную. В работе коллегии приняли участие вице-премьер правительства, министр внутренних дел Аслан Кобахи, председатель Верховного суда Зураб Агумава, заместитель председателя СГБ. Подробности в материале Нисфы Аршба. Оценка работы надзорных органов – это всегда статистика, ведь за каждой цифрой конкретный случай нарушения закона. В прошлом году Генеральной прокуратурой было выявлено 772 нарушения, и большая часть касается прав человека. В структуре преступлений, зарегистрированных в 2016 году, значительную долю по-прежнему составляют кражи всех видов. Каждая вторая кража и каждое второе разбойное нападение сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. В 2016 году выявлено более 300 нарушений законодательства. В целях установления выявленных нарушений внесено 98 представлений, по результатам рассмотрения которых 15 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В рамках надзора за нормативно-правовыми актами органов местного управления принесено 92 протеста. К административной ответственности привлечено 114 лиц. В суды направлено 17 исковых заявлений. 134 лица предостережено о недопустимости нарушений законодательства. По 7 материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. Мерами прокурорского реагирования в бюджетной системе, организациями и предприятиями возмещено более 49 миллионов рублей. Качество следствия оставляет желать лучшего. Есть дела, которые лежат на полках по полгода, а то и год. Нередки случаи, когда не исследуются должным образом места преступлений, а это, по сути, развал дела. А вот количество оправдательных приговоров увеличилось. Прокуроры убеждены, что это показатель слабой работы следственных органов. Наверное, нам надо будет усилить работу по выявлению укрытых правонарушений, преступлений. Мне кажется, что эта работа у нас, скажем так, задвинута на второй план. Не выполняется приказ генерального прокурора о выявлении укрытых преступлений, а если исполняется, то исполняется не на должном уровне. Вот эти цифры, которые озвучили прокуроры города Сухуми, районов, мне кажется, далеки от реальности. Хочу сообщить коллегам, что мы в этом смысле, в подтверждение того, что мы в этом смысле работу ослабили, дошло до того, что руководство Министерства внутренних дел направляет нам факты укрытых преступлений. Такие материалы у нас есть, и это отрадно. Тема взаимодействия надзирающих органов с МВД и судебной ветвью власти была на коллегии одной из важных. Вердикт суда ставит точку в любом деле. Однако и здесь не все так благополучно. В выступлениях предыдущих товарищей были озвучены вот такие цифры. С участием прокурора рассмотрено 398 уголовных дел. И с участием прокуроров 113. Эти цифры говорят о том, что действительно в борьбе с преступностью наряду со всеми правоохранительными органами также участвуют и судебные органы тоже. И порой подведением итогов черты вашей работы в борьбе с преступностью становится решение, которое принимается в судах. В докладе также было озвучено, что оправдательных приговоров у нас 8. Да, возможно, в наших рядах тоже не все благополучно. Укрепление законности и правопорядка – главное требование к прокурорскому корпусу. И реакция надзорного ведомства на каждое нарушение должна быть мгновенной. Тогда в контексте общей статистики будет расти основной показатель – доверие граждан, защита прав которых – прямая обязанность правоохранительных органов. И нас, к большому сожалению, не так много в этой стране. И все вот эти так называемые укрытия преступлений, они по-любому становятся известны нашему обществу. И делать этого просто нельзя. По одной простой причине.
когда мы реально знаем результаты, когда мы реально знаем, в каком состоянии наша болезнь, мы будем реально правильный диагноз ставить. А когда мы говорим о том, что у нас там вот в этом направлении там 0,0, значит там у нас все хорошо, а там давно уже прорвало. Моя принципиальная позиция и просьба к вам, прокурорским работникам, нельзя ни в коем случае никакое преступление скрывать. Это преступление, это соучастие в преступлении. И любой сотрудник милиции, какого бы он уровня не был, задействованный в это преступление, будет несчастный. Это я вам обещаю. Подводя итоги работы за прошлый год, генеральный прокурор Зураб выразил недовольство работой отдельных подразделений. Оценку нашей работы должен дать наш народ. Статистика – это хорошо, но насколько люди спят спокойно, насколько люди спокойно чувствуют себя во всех отношениях, вот это будет нашей оценкой. Мы должны принять все меры, необходимые для того, чтобы общество наше жило, спокойно развивалось и работало. В отношениях МВД и прокуратуры налажено взаимодействие. Теперь это должно сказаться на раскрытии преступлений, на борьбе с преступностью в целом. Главным выводом и коллегии Генеральной прокуратуры стал тезис о том, что только конструктивное сотрудничество между всеми правоохранительными органами страны может гарантировать соблюдение законности. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. 23 года исполнилось официальному представительству Абхазии в Турецкой Республике. Торжественный прием по этому случаю прошел в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. На приеме побывала наш корреспондент Зария Смыр. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови поздравил участников торжественного приема с 23-й годовщиной со дня образования официального представительства Абхазии в Турецкой Республике. Глава абхазского внешнеполитического ведомства отметил, что наша республика в первую очередь стремится установить новые и укрепить уже существующие дипломатические контакты с Турцией, а также нацелена на распространение положительного имиджа Абхазии. Даур Кови напомнил, что первым руководителем официального представительства Абхазии в Турции был Владимир Авицба. Огромная работа была вами проделана. Это и работа, направленная на нашу диаспору. Это и работа по взаимодействию и укреплению возможных отношений с Турецкой Республикой. Все, что было проделано, мы все знаем, все ценим. Большой действительно ваш личный вклад был в развитие взаимоотношений. Даур Кови подчеркнул, что также активно ведет свою работу и комитет по репатриации, основная задача которого – это возвращение представителей нашей диаспоры на родину. Работа, проделанная за все эти годы нашим представительством в направлении укрепления абхазо-турецких отношений, определенно будет продолжаться, уверен Даур Кови. Основная задача представительства – формирование сотрудничества между нашими странами в области образования, экономики, установления и налаживания контактов с политическим руководством страны. На данном этапе представительство возглавляет Инар Гицба. Сегодня вот Инар Альбертович, он действительно с тем же самым рвением продолжает эту работу на благо нашей республики, на укрепление всех этих отношений. Первый руководитель представительства Абхазии в Турции Владимир Авицба рассказал о проделанной за все эти годы работе. В конце встречи Даур Кови пригласил Владимира В рамках реализации основных положений соглашения между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнерстве в Министерстве обороны прошли рабочие встречи комплексных групп экспертов оборонных ведомств двух стран. Отрабатывались вопросы, касающиеся модернизации вооруженных сил Абхазии, нормативно-правовой базы, материально-технического обеспечения и социальных гарантий военнослужащих. По итогам работы экспертных групп сторонами был подписан протокол. От Министерства обороны Абхазии его подписал начальник Генерального штаба генерал-полковник Анатолий Хрулев. С российской стороны подпись поставил заместитель начальника Генерального штаба генерал-полковник Сергей Истраков. Основной целью работы нашей ставилось это первое по соглашению практически
применения вопросов планирования группировки. Это один из основных вопросов. Мы работали на территории 7-й военной базы. У нас здесь проработали все эти вопросы. Вторым основным вопросом был это унификация законодательства министерств двух для применения группировок, планирования, все прочее. Намечены определенные сроки, когда мы будем уточнять. Также произошла у нас рабочая встреча с представителем правительства республики, где эти же вопросы обсуждались в плане сроков реализации этих вопросов. Третий вопрос – это уточнялся план модернизации Вооруженных сил Республики нашей, вот, так как по договору, статья 8, там есть вопросы унификации техники, вооружения, приведения социальной защиты военнослужащих к определенным цифрам, нормам. Все эти вопросы проработались, что с российской стороны, что и с нашей. С их стороны были представители практически всех ведомств основных, наши тоже самые представители, совместная работа проводилась, и достигнуты определенные результаты, которые мы в 2017 году должны закрепить. В апреле месяце уже будут определены в рамках совместного договора. Государственная миграционная служба Республики Абхазия отчиталась о проделанной работе за 2016 год. Руководитель службы Алексей Анджинджал рассказал, что в 2016 году со вступлением в силу законов о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и о порядке выезда и въезда в Абхазию была расширена сфера деятельности и круг полномочий ведомства. Наряду с выдачей разрешения на работу ГМС Республики была наделена функциями по выдаче патента для осуществления трудовой деятельности для граждан из стран с безвизовым режимом и выдачей рабочей визы. Вступили в силу два основных закона. Это закон о статусе иностранного гражданина Республики Абхазия и закон о въезде и выезде из Республики Абхазия. Точно так же вступил в силу с 1 января самый главный, самый важный для нас закон – это о судопроизводстве, об административных правонарушениях. Я, знаете, очень благодарен парламенту Республики Абхазия и президенту Республики Абхазия, что именно этот закон был принят как у нас в парламенте. Я вам скажу почему. Если ранее один человек в миграционной службе решал судьбу иностранного гражданина, то теперь судьбу иностранного гражданина решается в суде с участием 3 судей. Это для нас, для нашего государства, я считаю, что очень позитивный момент. Ассоциация инвасодействия отметила 20 лет со дня создания. К юбилею было приурочено и открытие нового зала, оснащенного современными тренажерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж Налыкова. Ассоциация инвасодействия – общественная организация инвалидов, которая создана инициативной группой ветеранов войны с инвалидностью по принципу взаимной поддержки. В 1996 году АИС была зарегистрирована в Минюсте Абхазии как неправительственная благотворительная организация. Директор инвасодействия Алхаст Хагушев рассказал, что вначале были обозначены скромные цели – помочь небольшой инициативной группе создателей АИС интегрироваться в общество через физическую, психологическую, социальную реабилитацию. Однако с годами организация расширила круг оказываемой помощи. Разные направления в нашей организации есть, это далеко не единственное. У нас есть общественная приемная, куда приходят люди за поддержкой информационно-правовой. Там у нас прекрасные люди, которые занимаются этим, юристы, консультанты. И мы стараемся помогать. Есть у нас компьютерная школа и образовательные проекты. Мы стараемся идею инклюзивного образования тоже продвигать в Абхазии, для того, чтобы люди с инвалидностью могли, для них были доступны разные образовательные учреждения, школы, институты, техникумы и так далее. Ну вот одно из таких, что ли, первых направлений, которое мы начали развивать, потому что оно было очень актуально, и сегодня оно не потеряло этой актуальности, это реабилитация, всесторонняя реабилитация, без чего, собственно, очень сложно людям той категории людей,
для кого мы работаем, интегрироваться в жизнь, быть активными, чего-то добиваться. Подопечные АИС – люди с инвалидностью, независимо от социальной, национальной или религиозной принадлежности. Феликс Зухба приезжает в АИС из Гудауты несколько раз в неделю для того, чтобы заниматься лечебной физкультурой. Несмотря на то, что ему тяжело переносить дорогу, он признается, что занятия со специалистами центра идут ему на пользу и дают надежду на здоровое будущее. Потом и жить хочется, уже в ногах уже чувства появляются. Хотелось бы, так что у нас такой центр. Но пока нету, мы обращались в администрацию Гудаутскую. Пока ничем помочь не можем. АИС – единственный реабилитационный центр в Абхазии, оказывающий такой широкий спектр помощи. Инвалиды войны или люди, получившие увечья по каким-либо другим причинам, а также дети с врожденной инвалидностью в АИСе всегда получат квалифицированную помощь. И, что важно, абсолютно бесплатно. Ваша организация, которая построена руками ветеранов, получивших инвалидность на Отечественной войне Абхазии, вы смогли сами создать такую организацию, которая оказывает помощь и ветеранам, и людям с проблемами от рождения. Это просто потрясающий пример. И спасибо за вот такой пример, что можно преодолеть очень многое. И несмотря на то, что в физическом плане есть серьезные проблемы, внутри вы сильные, добрые, оказываете поддержку. И на самом деле вот такой пример, когда мы смотрим на вас, нам стыдно бывает, что в каких-то других делах опускаются руки. Вы такой вот вдохновляющий пример. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения, администрации столицы и просто неравнодушных людей, которые из года в год оказывают центру материальную помощь, обновленный зал оснащен всем необходимым оборудованием, которое предназначено не только для реабилитации инвалидов, но и для людей с различными проблемами опорно-двигательного аппарата. В настоящее время в социальных проектах АИС работает 25 человек и 10 волонтеров, из них 10 человек с инвалидностью. Количество клиентов в базе реабилитационного центра более 3000 человек по всей Абхазии. На Алакове, Беслан Чинджери, Абхазское телевидение. Мандарины Абхазии детям Карелии. Благотворительную акцию под таким девизом организовал и провел сегодня фонд Амшен. 20 тонн цитрусовых и 10 ящиков мимозы прибудут в Карелию через 3 дня. В 2015 году была оказана такая же благотворительная акция, была организована в Республику Крым. Сегодня это уже вторая машина, которая едет в Республику Карелия. Мы надеемся, что назначенный временный исполняющий обязанности главы Карелии Артур Олегович Парфенчиков в ближайшее время приедет в Абхазию, увидит нашу Абхазию и найдут общие интересы для сотрудничества. На канале ГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир Абхазского телевидения предоставляется кандидатам от Ктолского избирательного округа номер 30 и Гагарского городского номер 12. Завтра, 4 марта, время Сухумского избирательного округа номер 3 и Отхарского округа номер 14. И о погоде. В выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха ночью плюс 6-9, днем плюс 10-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.